Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Обратила внимание, что это не рабочие дни. 5 января Нурфие Хабибуллиной пришло сообщение с 4-значным кодом на перевод 20 тысяч рублей. Затем звонок от якобы службы безопасности одного из банков с просьбой подтвердить данные. Но оказались две нестыковки, которые подвели мошенников. Был выходной, и клиентом этого банка Нурфия никогда не была. Это спасло ее деньги. Корректный разговор, поставленная речь, мужской такой голос, серьезный голос. Он говорит: вы не переживайте, мы все сделали, вам ничего не нужно. И еще они добавляют: будьте впредь осторожнее. Не попадайтесь на уловки. После этих слов, мне кажется, клиенту, человеку, как бы думаешь, на самом деле меня спасли. Мне говорят, сейчас ваши карты хотят перевести деньги, и вы хотите защитить свою карту. Я, конечно, согласилась, я поверила. А история Лии Галимовой – это лучший пример наглости мошенников. Якобы специалисты банка уговорили женщину установить на мобильном специальное приложение. Благодаря нему они подключились к ее телефону и начали им управлять. Когда уже поняла, что я не владею сама своим телефоном, сообразила, что к чему, и пыталась отключить телефон, но безуспешно. Но наконец-то я его отключила. Из года в год уловки мошенников становятся все хитрее и изощреннее. Именно поэтому никому и ни при каких обстоятельствах лучше не сообщать свои персональные и банковские данные. Кроме того, полицейские рекомендуют даже не подключаться к неизвестной и небезопасной сети Wi-Fi. Преступники могут проникнуть через нее в телефон и заполучить необходимые для себя данные. Ну а лучший способ на все времена – это банальное бездействие, говорят полицейские. Если вам пришло смс-сообщение с какой-то просьбой, лучше все несколько раз перепроверить. Если потерять деньги из-за мошенников легко, то поймать их куда сложнее. Сейчас это чуть ли не самый популярный вид преступления. Только в прошлом году в Татарстане зафиксировали больше 4000 случаев. В этом году уже более 100. 3-4 года назад обману чаще всего подвергались люди престарелого и пенсионного возраста, но теперь объектом преступления стали и все категории граждан. Попадались ли в сети мошенников татарстанцы и как этого не допустить, мы спросили у них. Купили такую ерунду, которую поняли, она вообще не нужна. Не нужно телефонные звонки не отвечать, дверь не открывать. Кредит брали там какие-то. Женщина одна 150 тысяч из банка на мой адрес. Доверять, но проверять все и несколько раз призывают полицейские, а также быть внимательными к интернет-новинкам. Обычно именно они являются для мошенников золотой антилопой. Сергей Хайдаров, Айрат Шаймарданов, Вадим Илларионов и Адель Миндубаев. ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.